В 585 году Каган восточных тюрков Шету, потерпев поражение от войск династии Суй и ослабленный внутренними распрями, голодом и эпидемиями, направил императору Венди послание с выражением покорности: «На небе нет двух солнц, на земле нет двух царей. Император Великой Суй – истинный государь». Тюрки разделились на два каганата по хребту Алтай, на западный и восточный, покорились династии Тан. Тюрки оставались вассалами династии Тан, обращаясь к китайскому императору как к отцу. В 682 году остатки восточных тюрков откочевали на север и основали второй восточно-тюркский каганат. Уйгуры в союзе с династией Тан окончательно уничтожили западный и второй восточно-тюркский каганаты. В 745 году уйгуры убили тюркского кагана Озмыштигина Баймэйхана, а его голову отправили ко двору танского императора Сюаньцзуна. Хроники Цзютаньшу сообщают: в 4-й год эры Тиньбаа, 745 год, каган уйгуров Кутлук-Бельге-Куль-Каган отправил посла с известием о том, что убил Баймэйхана, и преподнес его голову в столицу. Император, признавая заслуги уйгуров, пожаловал ему титул Цзили-Каган и даровал его жене титул принцессы. Признание титула кагана было одним из важнейших символов отношений между уйгурским каганатом и империей Тан. Присвоение жене уйгурского кагана титула китайской принцессы означало, что император Тан принимает ее как дочь, а уйгурский каганат – как родственную империю. Именно во времена династии Тан в 8-9 веке уйгуры завоевали обширные земли от монгольского плато до северного склона Тиньшаня, создав огромное государство, гегемона Центральной Азии, уйгурский каганат. В 788 году уйгурский каган Альп Кутлук-Бельге-Каган направил в Чиньянь послание, требуя у императора династии Тан изменить китайский иероглиф с «хуйху» на «хайхе» – уйгуры, что означает «быстрые и стремительные», подобно соколу. Что касается тюрков, то после уйгурского разгрома тюрки мигрировали на запад, причем одна их ветвь долго странствовала и в итоге переселилась в Малую Азию. Тюрки навсегда ушли с исторической сцены уйгурского каганата и в ходе миграции на запад, в Среднюю Азию и Переднюю Азию смешались с местными родственными племенами, сформировав несколько новых народов. Эти новые народы имеют принципиальное отличие от уйгуров.